За железным занавесом, в глубине секретных бункеров и запертых больничных палатах величайшая империя XX века пыталась создать идеального человека и идеальное оружие. Советский Союз поражал мир своими достижениями, первым спутником, первым человеком в космосе, невиданными стройками. Но у этой медали была и другая, темная сторона. Цена за прогресс и безопасность государства измерялась не только в рублях и тоннах стали. Ее платили живые люди, собственные граждане, ставшие подопытным материалом в руках ученых и палачей. Сегодня мы откроем двери, которые были запечатаны десятилетиями. Двери секретных лабораторий, где стиралась грань между наукой и преступлением. Что на самом деле происходило в закрытых институтах КГБ и Министерства обороны. Какие эксперименты ставились над людьми во имя идеологии и мирового господства? Это история о ядах, которые не оставляли следов, о врачах, которые пытали вместо того, чтобы лечить, и о безумной мечте создать сверхчеловека, которая обернулась кошмаром. История, которую мы расскажем, написана не столько на кинопленке, сколько на пожелтевших страницах протоколов допросов и в мемуарах тех, кто осмелился говорить. Фотографий мало, и каждая из них на вес золота, немой свидетель эпохи, когда человеческая жизнь была лишь переменной в страшном уравнении. Но документы говорят. И говорят они гораздо громче, чем можно себе представить. Чтобы понять, как стало возможным создание государственной фабрики ядов, нужно погрузиться в атмосферу того времени. Конец 20-х, начало 30-х годов. В молодой Советской Республике идет борьба не только с внешними, но и с внутренними врагами. Сталин одержим идеей чистки партии от старых большевиков, которые помнят его не как великого вождя, а как равного себе. За границей беглые офицеры, такие как генерал Кутепов, создают Русский общевоинский союз, который ведет против СССР настоящую диверсионную войну. В этой атмосфере тотального недоверия и шпиономании приказ о создании секретного оружия для тихой ликвидации был не прихотью, а логичным шагом системы. Первые попытки были примитивны. Известно, что еще в 20-е годы чекисты из ОГПУ пытались использовать классические яды вроде цианида, но они имели резкий запах и вкус, а их следы легко обнаруживались при вскрытии. Нужен был системный, научный подход. И тогда на сцену вышел Григорий Моисеевич Майрановский. На тех немногих сохранившихся фотографиях он – интеллигентный человек в строгом костюме. Но за этой респектабельной внешностью скрывался ученый, для которого не существовало моральных границ. Он не был принужден к этой работе. Он сам, в инициативном порядке, предложил свои услуги НКВД в 1937 году, пообещав создать яды, которые сделают тайные убийства идеальными. Его предложение, пройдя через кабинет самого наркома Ежова, было принято. Так родилась спецгруппа Г, позже переименованная в лабораторию-1, а затем в лабораторию-12. Визуально, в хронике, мы можем найти кадры старых московских НИИ именно под прикрытием такого учреждения. В Варсонофьевском переулке в самом центре Москвы и работала лаборатория Майрановского. Снаружи – обычное здание, внутри – филиал ада, который сами сотрудники цинично называли «камера». Как мы это знаем? Из его собственных слов. Протоколы допроса Майрановского – это леденящая кровь чтение. Он не просто признается, он хвастается своими научными достижениями. В одном из документов он отчитывается. Испытуемому номер 17 ввели препарат на основе дигитоксина. Первые симптомы в виде одышки и посинения губ проявились через 20 минут. Смерть от остановки сердца наступила через 43 минуты. Следов яда при вскрытии не обнаружено. За этими сухими строчками трагедия безымянного человека, чья жизнь была оборвана ради проверки очередной химической формулы. Эти люди не были добровольцами. Их привозили из внутренних тюрем НКВД на Лубянке и в Лефортово. Это были осужденные, враги народа.
Японские шпионы, польские диверсанты, троцкисты или просто люди, которым не повезло попасть в жернова репрессий. Их жизни для государства уже ничего не стоили. Бюрократическая процедура была отлажена до мелочей. Начальник первого спецотдела НКВД утверждал список объектов, который передавался в лабораторию. Для Майрановского они были лишь испытуемыми. Давайте остановимся подробнее на том, что именно он испытывал. Одним из первых был иприт, или горчичный газ. Майрановский выяснил, что при приеме внутрь он вызывает симптомы, похожие на холеру и медленную мучительную смерть. Другим направлением был рицин, яд растительного происхождения, получаемый из касторовых бобов. Он разрушает белки в клетках, приводя к полиорганной недостаточности. Смерть наступает через несколько дней и выглядит как результат тяжелой инфекции. Но Майрановский искал яд, действующий мгновенно. Он экспериментировал с дигитоксином, сердечным гликозидом, передозировка которого вызывает остановку сердца. Он с научным интересом описывал, как заключенным делали микронадрезы на коже якобы для анализа, а на самом деле втирали туда ядовитые мази. В другом эксперименте яд добавляли в воду для питья, но заключенные чувствовали посторонний привкус. Тогда Майрановский разработал полую пулю, начиненную ядом. Выстрел такой пулей в ногу или руку не был смертельным, но яд, медленно всасываясь в кровь, убивал человека в течение нескольких дней. Давайте рассмотрим один конкретный, задокументированный случай применения этого оружия. Игнатий Рейс. Это псевдоним советского разведчика-нелегала, который в 1937 году, ужаснувшись от масштаба сталинских репрессий, отказался возвращаться в СССР. Он был приговорен к смерти. Для его ликвидации в Швейцарию была направлена спецгруппа. Здесь нам нужны фотографии Рейса и кадры хроники европейских городов 30-х годов. Агенты выследили его и передали ему коробку конфет, отравленную одним из ядов Майрановского. Но Рейс, будучи опытным разведчиком, угощение не принял. План провалился. Тогда агенты просто расстреляли его из автомата. Но сам факт попытки отравления, описанный позже в мемуарах участников, доказывает, фабрика ядов работала и поставляла свою продукцию на экспорт. Вершиной работы Майрановского стал препарат К2 – карбахоломинхолинхлорид. Это вещество, попадая в организм, вызывало резкий спазм и паралич дыхательных мышц. Смерть наступала в течение 15 минут и по всем признакам была неотличима от острой сердечной недостаточности. Мечта спецслужб об идеальном убийстве стала реальностью. Подтверждение этому мы находим не только в протоколах допроса, но и в мемуарах его начальства. Генерал Павел Судоплатов, руководитель диверсионного управления НКВД, в своей книге «Спецоперации» прямо пишет о том, как он получал яды из лаборатории X для ликвидации политических противников Сталина. Он описывает, как в 1946 году в Ульяновске был отравлен Александр Шумский, один из лидеров украинского национального движения. Ему сделали смертельную инъекцию во время медицинского осмотра в больнице. В 1947 году в Германии таким же способом был убит Теодор Ромжа, неугодный Ватикану и Сталину греко-католический епископ. Ему ввели яд кураре, который сымитировал паралич дыхания. Но что стало с самим Майрановским? После смерти Сталина и падения Берии он был арестован в 1951 году, но судили его не за убийство сотен людей, официально за злоупотребление служебным положением и незаконное хранение ядов. Система не могла признаться в существовании такой программы. Он получил 10 лет. Доктор Смерть умер в 1964 году в Махачкале от сердечной недостаточности. Ирония судьбы. Лаборатория Майрановского была не просто научным учреждением. Это был симбиоз науки и ГУЛАГа, место, где клятва Гиппократа была заменена подпиской о неразглашении. Здесь был создан прецедент. Во имя государственных интересов можно все. И этот страшный принцип вскоре распространился с физиологии на другую.
еще более тонкую материю, человеческую психику. Когда власти поняли, что убивать противников идеологии становится все сложнее, они решили их не уничтожать, а исправлять. Так началась эпоха карательной психиатрии, и этот страшный принцип вскоре распространился с физиологии на другую, еще более тонкую материю – человеческую психику. Когда власти поняли, что открыто убивать противников идеологии становится все сложнее, они решили их не уничтожать, а исправлять. Так началась эпоха карательной психиатрии, одна из самых позорных и жестоких страниц в истории советской медицины. Чтобы понять истоки этого явления, мы должны вернуться в 1956 год. 20-й съезд партии, знаменитый секретный доклад Хрущева, развенчавший культ личности Сталина. Эпоха массового террора и ГУЛАГа формально подошла к концу. Но система не отказалась от репрессий, она лишь сменила инструменты. Открытые политические процессы и расстрелы стали нежелательны, они портили имидж страны на международной арене, особенно в глазах западных левых интеллектуалов, с которыми СССР пытался заигрывать. Нужен был новый, более гуманный и, главное, научно обоснованный метод изоляции неугодных. И он был найден. В 1959 году в Уголовный кодекс РСФСР вносятся поправки, позволяющие отправлять невменяемых на принудительное лечение без суда на неопределенный срок по одному лишь решению врачебной комиссии. Это и был тот самый юридический ключ, который открыл двери в ад. Ведь теперь, чтобы избавиться от человека, не нужно было доказывать его вину в суде. Достаточно было доказать его болезнь. Идеологическую базу под этот процесс подвел влиятельнейший советский психиатр, директор Института психиатрии Академии медицинских наук СССР, академик Андрей Владимирович Снежневский. Здесь нам нужны его официальные, респектабельные фотографии. Он не выглядит как палач. Он – столб советской науки, увешанный наградами. Именно он довел до совершенства диагноз, ставший клеймом для сотен диссидентов – вялотекущая шизофрения. Уникальность этого диагноза, не признанного нигде в мире, кроме СССР и нескольких стран соцлагеря, заключалась в его невероятной расплывчатости. По теории Снежневского, болезнь могла протекать почти бессимптомно, без бреда и галлюцинаций, проявляясь лишь в изменениях личности. А что это за изменения? В учебниках, написанных под его редакцией, мы находим пугающие формулировки: философская интоксикация, то есть излишнее мудрствование, бред, реформаторство, навязчивое желание что-то улучшить в обществе, правдоискательство, критическое отношение к действиям властей. По сути, любая черта характера мыслящего, небезразличного человека могла быть объявлена симптомом тяжелого психического заболевания. Это было идеальное оружие. Теперь давайте посмотрим, как работал этот конвейер. Сначала арест КГБ, затем экспертиза в Центральном учреждении, Институте судебной психиатрии имени Сербского в Москве. Здесь нам нужны кадры этого знаменитого здания. Именно оно было главным центром, где выносились диагнозы. И, наконец, отправка в одну из спецпсихбольниц СПБ, которые официально находились в ведении не Минздрава, а МВД. Самыми страшными из них были Казанская, Черняховская, Днепропетровская, Сычевская. Это были тюрьмы, замаскированные под больницы, где персонал состоял из надзирателей в погонах и врачей, которые были офицерами МВД. Чтобы понять, как это работало на практике, давайте рассмотрим конкретную историю. Историю человека, которого система считала одним из своих верных сынов. Генерал-майор Петр Григоренко. Найдите его фотографии. Сначала в парадной военной форме с орденами, герой Великой Отечественной войны, преподаватель военной академии. А затем фото из ссылки с измученным, но не сломленным лицом. Григоренко не был антисоветчиком. Он был верным ленинцем, который считал, что хрущевская и брежневская системы предали идеалы революции. Он начал писать письма в Центральный комитет, выступать с критикой.
Для системы это был шок. Признать, что боевой генерал, герой войны, сознательно критикует власть, было невозможно. Единственное объяснение – он сошел с ума. В 1964 году его арестовывают и отправляют в Институт сербского. Комиссию над Григоренко возглавлял лично Снежневский. Генералу задавали вопросы, которые сегодня кажутся абсурдными. Почему вы думаете, что можете разбираться в политике лучше партии? Его убеждения были названы бредом реформаторства. Диагноз – паранояльное развитие личности. Приговор – принудительное лечение. Героя войны отправили в Ленинградскую спецпсихбольницу, где держали вместе с настоящими буйными сумасшедшими и убийцами. Или другая история. Наталья Горбаневская, поэтесса, переводчица. 25 августа 1968 года она вместе с 7 другими смельчаками вышла на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию. Ее, как мать 2 маленьких детей, сначала не арестовали, но позже забрали и ее. Диагноз Института сербского – вялотекущая шизофрения. Основание? В заключении было написано, что у нее отсутствует критика к своему поведению, и она не понимает, что ее поступки порочат советский строй. Ее поместили в Казанскую спецпсихбольницу, где подвергли мучительному лечению. А что же это было за лечение? Главным инструментом были нейролептики – аминозин и галоперидол. Эти препараты, предназначенные для снятия острых психозов у действительно больных людей, здоровым диссидентам вкалывали в огромных, ударных дозах. Это была настоящая химическая пытка. Выжившие описывают аминозиновую дурноту, мучительную сонливость, смешанную с неусидчивостью, когда ты не можешь ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Галоперидол вызывал нейролептический синдром, болезненные судороги, скованность мышц, спазмы языка и глаз. Когда глазные яблоки закатывались вверх, человек не мог читать, писать, думать, его личность стиралась. Если нейролептики не помогали сломить волю, в ход шли еще более варварские методы. Сульфозин – раствор очищенной серы в масле. Его инъекция не имела никакого терапевтического смысла. Это была чистая пытка, наказание. После укола температура тела подскакивала до 40 градусов, а место инъекции превращалось в болезненный инфильтрат, не дававший двигаться несколько дней. Еще страшнее была инсулиновая коматозная терапия. Человеку вводили огромную дозу инсулина, сахар в крови падал до критического уровня, и он впадал в кому, сопровождаемую судорогами. Считалось, что такой шок перезагружает мозг. На деле это часто приводило к необратимым повреждениям мозга и потере памяти, но жертвы не были молчаливы. Сопротивление этой системе – отдельная героическая страница. И здесь ключевой фигурой становится Владимир Буковский. После своего освобождения он не только написал книгу, но и стал одним из организаторов беспрецедентной акции. Он смог убедить одного из сочувствующих психиатров сделать для него копии заключений на 6 известных диссидентов. Эти 150 страниц, тайно сфотографированные и переправленные на Запад, стали бомбой. Под влиянием этих разоблачений на Западе началось мощное движение протеста. Кульминацией стало заседание Всемирной психиатрической ассоциации в Гонолулу в 1977 году. Накануне съезда в Москве диссиденты создают рабочую комиссию по расследованию использования психиатрии в политических целях. В нее вошли несколько смельчаков, включая молодого фельдшера Александра Подрабинека, который собрал огромный материал и написал фундаментальную книгу «Карательная медицина», и психиатра Анатолия Корягина, который, рискуя своей свободой, начал проводить независимые экспертизы и доказывать вменяемость жертв. За свою деятельность Корягин позже получил 12 лет лагерей. В итоге на съезде в Гонолулу была принята резолюция, осуждающая советские злоупотребления.
Чтобы избежать позорного исключения, советская делегация была вынуждена выйти из состава ассоциации. Это был оглушительный международный провал. Цель этого чудовищного социального эксперимента была дьявольски проста и эффективна. Во-первых, изолировать неугодного человека от общества на неопределенный срок. Во-вторых, дискредитировать сами его идеи. Ведь кто поверит призывам к свободе, если они исходят от официально признанного сумасшедшего? Система создавала иллюзию, будто в Советском Союзе нет политических заключенных, а есть лишь горстка душевнобольных, которых гуманное государство пытается излечить. Таким образом, власть перешла от грубого физического уничтожения к более тонкому и, возможно, более страшному методу – убийству разума. Но даже этого советской науке, поставленной на службу государству, было мало. Параллельно с программами подавления велись и другие, не менее амбициозные и жестокие эксперименты, целью которых было не сломать человека, а наоборот, вывести его за пределы возможного, создать сверхсущество, способное покорить космос и победить в любой войне. Параллельно с программами подавления велись и другие, не менее амбициозные и жестокие эксперименты, целью которых было не сломать человека, а наоборот, вывести его за пределы возможного, создать сверхсущество, способное покорить космос и победить в любой войне. Эта мечта о новом советском человеке была почти религиозной, и ради нее ученые были готовы зайти так далеко, как не осмеливался никто в мире. И чтобы понять, насколько далеко, мы должны заглянуть в 20-е годы, в эпоху революционного штурма не только старого мира, но и самих законов природы. Здесь нам нужно найти фотографии выдающегося российского биолога Ильи Иванова. До революции он был всемирно известным специалистом по искусственному осеменению. Но революция дала его амбициям новый, поистине чудовищный размах. В 1926 году Иванов получает от советского правительства финансирование на секретный проект – создание гибрида человека и обезьяны. Это не выдумка, это задокументированный факт. Ищите карты его экспедиций в Западную Африку. Его целью был отлов шимпанзе. План, изложенный им в докладных записках в Академию наук, был прост – осеменить самок шимпанзе человеческой спермой, а в случае неудачи провести обратный эксперимент, осеменив африканских женщин спермой обезьян, якобы с их согласия. Для этого в советской Абхазии, в Сухуми, уже готовился питомник. Иванов верил, что такой гибрид, обладающий невероятной силой и низким интеллектом, станет идеальной рабочей силой, живым инструментом. К счастью, его африканская экспедиция провалилась, а вскоре он сам попал под каток репрессий. Но сама история этого проекта показывает, для ранней советской власти не было ничего святого, никаких этических запретов в стремлении переделать мир и самого человека. Более философскую, но не менее радикальную попытку предпринял Александр Богданов. Он был не просто врачом, он был одним из идеологов революции, философом, соратником Ленина. Богданов был частью движения богостроителей, которые считали, что после свержения Бога Небесного человечество само должно стать Богом, коллективно управляя своей эволюцией. Его эксперименты по переливанию крови были практической попыткой реализовать эту идею. Он верил, что через кровь передается не только жизнь, но и опыт, таланты, создавая физиологический коллектив. Эта утопия оборвалась в 1928 году. Богданов погиб во время очередного опыта. Его смерть стала символом того, как великая мечта, лишенная осторожности, может привести к катастрофе. Идеи Богданова и Иванова были слишком радикальны, но сама мысль о расширении человеческих возможностей получила новое, мощное дыхание в эпоху космической гонки. Весь мир знает имя Юрия Гагарина, но кто знает имена тех, кто не долетел, тех, кто погиб на Земле, чтобы один смог подняться к звездам? Здесь мы должны коснуться одной из самых стойких легенд Холодной войны – мифа о потерянных космонавтах.
В конце 50-х годов двое итальянских радиолюбителей, братья Акили и Джованни Батиста Юдика Кардилья, построили под Турином мощную станцию прослушки. Они утверждали, что неоднократно перехватывали сигналы с советских космических кораблей, о которых СССР никогда не сообщал. Нужны их фотографии и снимки их аппаратуры. Они записали и опубликовали несколько пленок. На одной, по их словам, записан стук сердца умирающего космонавта, задыхающегося в разгерметизированной капсуле. На другой — панический женский голос, который говорит по-русски: «Жарко, мне жарко». «Я вижу пламя» перед тем, как сигнал обрывается. Официально Россия всегда отрицала эти случаи, называя их фальшивкой. И, скорее всего, так оно и есть. Но сама возможность существования таких мифов родилась из-за тотальной секретности, которой была окружена советская космическая программа. Неудачи скрывались, катастрофы замалчивались. И одна из таких катастроф была абсолютно реальной. Это Неделинская катастрофа, произошедшая 24 октября 1960 года на Байконуре. Это самая страшная трагедия в истории ракетостроения, о которой в СССР молчали 30 лет. Нужны рассекреченные кадры хроники и фотографии с места событий. На стартовом столе стояла новейшая межконтинентальная ракета Р-16. Подгоняемый Хрущевым, который требовал запуска к годовщине революции, руководитель программы маршал Митрофан Неделин приказал начать подготовку, грубо нарушая все инструкции по безопасности. Произошел несанкционированный запуск двигателей второй ступени. Огненный смерч температурой в 3000 градусов по Цельсию накрыл стартовую площадку. По официальным данным погибло 78 человек, включая самого маршала Неделина. По неофициальным — более 120. Людей просто испепелило. Эта трагедия — страшный пример того, как в погоне за престижем и выполнением приказа человеческая жизнь обесценивалась до нуля. Даже те, кто проходил отбор, подвергались экспериментам на грани выживания. Здесь идет уже написанный блок-переход к космонавтам. После него — расширение. В закрытом городе Красноярск 45 существовал уникальный объект — БИОС-3. Это был герметичный подземный бункер, полностью изолированная экосистема, где экипаж из 3 человек должен был жить по полгода. Это была репетиция полета на Марс. Психологическое давление в таком железном ящике было колоссальным. Ученые на поверхности круглосуточно следили за каждым показателем, провоцируя конфликты, чтобы понять, где находится предел человеческой психики. Логичным продолжением космической программы стала военная. Если можно создать человека, способного выжить в вакууме, то можно ли создать солдата, не знающего усталости и страха? Здесь идет уже написанный блок-переход к универсальному солдату, после него — расширение. Еще во время Второй мировой войны в Красной армии ограниченно применялся фенамин, советский аналог амфетамина. Его давали летчикам и разведчикам. После войны, особенно с началом изнурительной войны в Афганистане, исследования в этой области возобновились с новой силой. Нужны кадры хроники из Афганистана. В таких условиях потребность в препаратах, повышающих выносливость, была огромной. По данным западных разведок и свидетельствам перебежчиков, в секретных фармакологических институтах Министерства обороны велась разработка целого ряда психостимуляторов. Но это была не просто химия, существовали и более тонкие программы. В некоторых кругах спецназа ГРУ, по слухам, практиковались методики боевого гипноза и нейролингвистического программирования, призванные блокировать боль и страх, превращая бойца во временную машину для выполнения приказа. Документальных подтверждений этому мало, но это идеально вписывается в общую логику системы. От мечты о сверхчеловеке-творце система логично перешла к созданию сверхчеловека-убийцы. Но и это был не предел. Самая пугающая амбиция государства была направлена не на тело, а на сам разум. Не только своих солдат, но и врагов.
От мечты о сверхчеловеке-творце система логично перешла к созданию сверхчеловека-убийцы, но и это был не предел. Самая пугающая амбиция государства была направлена не на тело, а на сам разум, не только своих солдат, но и врагов. И вот здесь мы вступаем на территорию призраков, где заканчиваются документы и начинаются доклады спецслужб. Мы погружаемся в мир психотроники. Сам этот термин звучит как научная фантастика. Но в годы Холодной войны и для СССР, и для США это было абсолютно реальным направлением гонки вооружений. Эта гонка не была просто паранойей. В СССР существовала вполне реальная, хоть и полуподпольная, научная школа, занимавшаяся парапсихологией. Ищите материалы о советском ученом, профессоре Ипполите Когане. В 60-е годы он, будучи уважаемым специалистом в области теории информации, опубликовал несколько работ, в которых пытался доказать, что телепатия — это реальный феномен, основанный на передаче сверхдлинных электромагнитных волн. Его исследования, хоть и вызывали споры, получили поддержку со стороны КГБ. Но самый известный и визуально задокументированный пример интереса государства к паранормальному — это феномен Нины Кулагиной. Нужны архивные черно-белые видеозаписи ее экспериментов. На этих пленках, снятых в ленинградских научных институтах в 60-е и 70-е годы, обычная на вид домохозяйка, ветеран войны, силой мысли двигает по столу компас, спичечный коробок, разбрасывает спички, а в одном из опытов, по утверждениям ученых, даже остановило сердце лягушки в аквариуме. Эти кадры поражают. Была ли она гениальной мошенницей или реальным экстрасенсом? Мы не знаем. Но важно то, что ее изучали десятки серьезных ученых под патронажем спецслужб. Они искали ключ к управлению энергией, к воздействию на расстоянии. Этот интерес был не просто любопытством, он был институционализирован. В 1989 году уже на закате СССР была создана совершенно секретная воинская часть номер 10003 при Генштабе. Ее командиром стал генерал-лейтенант Алексей Савин. Официальная задача — изучение скрытых сверхвозможностей человека и создание нетрадиционных методов ведения боя. Савин и его подчиненные изучали все, от древних шаманских практик до современных теорий о ноосфере. Они пытались создать методики для промывания мозгов пленным, для чтения мыслей, для вывода из строя электроники противника силой сознания. Это звучит как безумие, но на это выделялись огромные государственные деньги. Самым весомым и задокументированным доказательством того, что воздействие на расстоянии было не просто фантазией, является инцидент, известный как «Московский сигнал». Здесь идет уже написанный блок про посольство США, после него — расширение. Послом США в Москве в то время был Уолтер Стоссел. Именно он, столкнувшись с ростом заболеваний среди персонала, включая рак у себя и у своего предшественника, вступил в жесткую конфронтацию с советским МИДом. В рассекреченных докладах Госдепартамента США можно найти его отчаянные телеграммы в Вашингтон, где он пишет о неприемлемом риске для здоровья и требует срочных мер. Этот инцидент вызвал серьезный раскол внутри самого американского правительства. Госдепартамент, чтобы не раздувать дипломатический скандал, пытался преуменьшить опасность. В то же время ЦРУ и Пентагон были в ужасе. Они не просто верили в возможность психотронного оружия, они сами активно работали над ним. Здесь необходимо сделать отступление и показать зрителю, что эта паранойя была обоюдной. Ищите материалы по американской программе МК-Ультра. Это была секретная программа ЦРУ по поиску методов управления сознанием. В ходе экспериментов, часто на ничего не подозревающих людях, использовались ЛСД, гипноз и психологические пытки. А когда МК-Ультра была свернута из-за скандала, на смену ей пришла другая, не менее фантастическая программа — проект «Звездные врата».
Stargate Project. На протяжении 20 лет Пентагон и ЦРУ содержали целый штат экстрасенсов-шпионов, так называемых удаленных наблюдателей, которые пытались силой мысли заглядывать в советские секретные бункеры. И, по некоторым отчетам, у них даже были успехи. Сам факт существования этих программ доказывает, к угрозе битвы за разум относились более чем серьезно. Именно в этом контексте и стоит рассматривать загадочные советские объекты вроде гигантской антенны «Дуга». Здесь идет уже написанный блок про дугу, после него расширение. Стук русского дятла сводил с ума радиолюбителей по всему миру, но самое тревожное было в другом. Его рабочая частота колебалась в районе 10 Гц. Это в точности соответствует частоте альфа-ритма человеческого мозга, состояние спокойного бодрствования. Теория заговора гласила, что дуга была создана не для обнаружения ракет, а для глобального воздействия на настроение и поведение миллионов людей на территории вероятного противника. Слухи о применении психотронного оружия не закончились с распадом СССР. Одна из самых жутких теорий связана с событиями октября 1993 года в Москве, противостоянием президента Ельцина и Верховного Совета. Нужны кадры хроники тех дней. По утверждениям некоторых участников обороны Белого дома, против них применяли некие излучатели, которые вызывали у людей приступы необъяснимого ужаса, тошноту и дезориентацию. С другой стороны, есть теории, что такие же генераторы использовались для того, чтобы собрать агрессивную толпу на штурм телецентра Останкино. Это конспирология, но она очень показательна. Страх перед невидимым оружием, способным управлять волей толпы, оказался настолько силен, что пережил породившую его систему. Возможно, мы никогда не узнаем, удалось ли советским ученым создать реальное психотронное оружие. Но, может быть, самое эффективное оружие — это сам слух о его существовании. Это была идеальная операция психологической войны. Она заставляла противника тратить миллиарды долларов на контрмеры, сеяла недоверие и страх. В этой битве за сознание человек снова был лишь объектом, мишенью для невидимых лучей. И когда мы складываем все эти фрагменты, от лаборатории Майрановского до гипотетических психотронных генераторов, мы видим единую, ужасающую картину. Картину системы, для которой не существовало запретных границ в стремлении к абсолютному контролю. Эпилог. Наследие Франкенштейна. Финальная расширенная версия. Начало текста для диктора. И вот, когда мы складываем эти разрозненные главы в одну книгу, что мы видим? Мы видим историю о государстве, которое объявило себя Богом, присвоив себе право не только судить и казнить, но и перекраивать саму природу человека. Оно искало яд, чтобы убивать врагов. Оно врывалось в сознание, чтобы искоренить инакомыслие. Оно доводило тело до предела прочности, чтобы покорить космос. Оно пыталось создать невидимые лучи, чтобы управлять волей на расстоянии. Казалось бы, что общего между заключенным, умирающим от яда в подвале Лубянки, диссидентом в палате спецпсихбольницы, космонавтом, теряющим сознание в центрифуге, и американским дипломатом под микроволновым облучением? Ответ один. Для системы все они были не людьми, а объектами, расходным материалом, человеческим ресурсом для достижения великих нечеловеческих целей. Советский Союз рухнул. Казалось бы, правда должна была выйти на свет. Но что стало с этим страшным наследием? Распахнулись ли двери архивов? Состоялся ли Нюрнбергский процесс над учеными и врачами, приступившими все этические нормы? Нет. Большинство архивов КГБ, касающихся этих программ, засекречены до сих пор и, возможно, навсегда. Нам говорят, что это государственная тайна. Но чьи интересы защищает эта тайна? Интересы государства или память о его преступлениях? Что еще скрывается на тех пыльных полках? Какие еще эксперименты, о которых мы даже не догадываемся? Григорий Майрановский был осужден,
но лишь за злоупотребление служебным положением. Академик Снежневский умер уважаемым ученым. Его имя до сих пор носят клиники. Генерал Савин, руководитель ВЧ-10003, пишет книги и читает лекции. Никто из них не покаялся. Система не покаялась. Она просто исчезла, оставив после себя тысячи сломанных судеб и опасное знание, которое, возможно, не исчезло, а лишь ждет своего часа. Жертв карательной психиатрии реабилитировали, но никто не вернул им потерянное здоровье и годы жизни. Имена тех, кто погиб в лабораториях, навсегда останутся лишь номерами в уничтоженных отчетах. Именно поэтому эта история важна сегодня. Она как прививка от беспамятства. Она напоминает, что любая великая цель, будь то государственная безопасность, идеологическая чистота или научный прогресс, превращается в преступление, как только человек перестает быть целью и становится средством. Наука без совести, власть без морали, прогресс без гуманизма – вот формула катастрофы, которую вывели в секретных лабораториях СССР. И главный вопрос, который остается после того, как мы закрываем эту последнюю папку, обращен уже не в прошлое, а в будущее. Если государство однажды решило, что имеет право вторгаться в наши тела и наш разум, где гарантия, что оно не захочет сделать это снова? Насколько мы защищены от того, что однажды под новыми красивыми лозунгами и с новыми совершенными технологиями какой-нибудь новый великий проект не потребует снова превратить живых людей в подопытный материал?